Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, как поменяется ваша жизнь до конца года. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте будем смотреть. Называйте свое имя, задавайте свой вопрос. Как поменяется моя жизнь до конца года? Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Знаете, идут перемены качества. Вот прям в глаза бросаются. Качественно будет меняться ваша жизнь. Будет улучшение. У кого-то улучшение материального благосостояния, у кого-то жилищные условия улучшатся, а у кого-то улучшится даже вот как положение, ваше положение в обществе. Однозначно, так как сейчас не будет. Вы будете развиваться, да, будете. И смотрите, как тут вам и шансы будут предоставлены, и какая-то очень важная информация пойдет. Вы знаете, очень много решений примете. Такое впечатление, что у вас идет такой период, когда вы будете взвешивать, вот все взвешивать, переоценивать, пересматривать, как генеральную уборку будете наводить в голове, в доме, в окружении. Такая идет глобальная чистка вашего пространства. И все это будете делать вы самостоятельно, опираясь на свой разум и, конечно же, на свою интуицию. Такое впечатление, что время пришло. Время пришло закончить какой-то определенный период, который тянулся, кстати, очень долго, либо казалось, что это какой-то очень долгий период, и перейти, ну, действительно, на новый этап вашей жизни. Смотрите. В левой стороне вышел чертенок с рогами. Чертенок, который будет соблазнять. Здесь вас будут соблазнять, скорее всего, отношениями, то есть это любовь, любовные связи. Опять же, брак тоже может быть, да, какой-то соблазн идет через любовь. И второй момент, соблазн идет через какие-то предложения сомнительного характера. Что касается любви, но здесь явно чьи-то отношения уже подошли к логическому завершению. А вы все тянете и тянете. Вы понимаете, что нужно обрубать, вы понимаете, что нужно заканчивать. Но при этом вы человеку уже, не знаю, там 105-й шанс даете, да, а может быть 1005-й. И все равно одни и те же грабли. Мои хорошие, кто в треугольнике? Я вижу, что вы человека таки пошлете. Пошлете далеко и надолго. В момент, когда пошлете, кардинально поменяется ситуация. То вы ждали от этого человека, то он начнет за вами бегать, уговаривать. Если мы говорим о сложных отношениях, о тяжелом браке, то же самое. Женщина будет выбирать себя, свое личное и спокойствие, и счастье, и свою личную радость. То есть хватит. Человек не меняется. Абсолютно не меняется. Здесь уже разочарование полнейшее идет. Вот осознание, вот зачем я трачу свое время, на что я надеюсь. Вот каким он был, таким останется. Все. Момент принятия человека таким, как он есть, и момент выбора именно своего личного счастья. Здесь женщина, вот как-то нетипично себя поведет. Во-первых, поведение непредсказуемое у вас идет. Во-вторых, вам это не свойственно. Может быть, вы слишком мягкий человек, такой весь податливый, а тут вы выступите прям такой боевой амазонкой. Да, всех и сразу вот по нужным направлениям направите. Люди будут в шоке от вас. Особенно те, кто привык вас дергать, помыкать вами, там, может быть, как-то психологически на вас давить. Они все будут шокированы. Вот как вы поменялись. Вот это ж насколько нужно было вас довести, чтобы вы вот так среагировали. Вы знаете, это хорошо.
Это хорошо. Я вижу, что вы будете прощаться с ненужными людьми, скажем так, отрезать от себя этот балласт, который тащил вас вниз, и будете жить в свое удовольствие. Как только вы избавитесь от мук в любви, да, от этих страданий всех сердечного характера, у вас пойдет раскрытие вас, ваших талантов, ваших способностей. Кто-то прям работать начнет, уйдет с головой в работу, будет добиваться очень серьезных результатов. Кто-то начнет действительно жить для себя, заниматься своим здоровьем, как-то развиваться, интересоваться, да, вот там, жизнью, культурой. Может быть, какие-то были увлечения, что-то нравилось, но времени категорически не хватало. Теперь вы начнете цвести, мои хорошие. Идет период расцвета. Как раз-таки Новый год будете встречать абсолютно новое, в новом коллективе, либо с новым возлюбленным. Появится, обязательно появится. У вас как Новый год все по-новому идет. Что касается предложений, но здесь предложение очень хитрое, предложение такое, знаете, вот вас либо на что-то развести, может быть, чем-то подставить, воспользоваться вами, либо на вас какие-то проблемы навесить. Да? Какой-то очень ушлый человек, который будет пытаться это делать. И я вижу, что вы этому человеку до поры до времени, возможно, будете верить, а потом идет прозрение, причем очень жесткое прозрение. Кто-то, да, кто-то прям ощутит на себе все эти неприятности, но это как начало только, да. Вы понимаете, вы сделали шаг, этот шаг в темноту, вам стало не по себе, интуиция там звонит во все колокола, говорит, ну что ж ты делаешь, прекрати, мы идем в пропасть, да, и идет отрезвление, такое жесткое отрезвление, когда вы очень конкретно с этим человеком будете разбираться, даже не исключено, что вы будете обращаться в правоохранительные органы. Да, тут желание не только даже разобраться, но и даже появится желание наказать этого человека за его такое поведение, за такие поступки и желание вас, да, вот подставить, либо использовать в своих интересах. Не удастся. Видите, еще и в левой стороне у нас все вышло, не удастся ничего плохого вам причинить, либо сделать, либо как-то на вас дурно повлиять. Вот никому не удастся, ни лукавым людям, хитрым, ни вот таким вот недовлюбленным мужчинам не удастся вас одурачить. Просто не удастся. Тут и высшие силы против этого, да и вы за себя сможете постоять. И таки постоите, может быть, даже первый раз в жизни. Вот выберите именно конкретно себя. Так, по правой стороне. По правой стороне очень много дорог вышло. Дороги, какие-то поездки, что-то новое. Постоянно что-то новое. Новая картинка, новые пейзажи, новые горизонты. Новые люди, кстати, тоже идут. Как-то вы будете менять, может быть, свое окружение, локацию, да, либо кто-то поменяет работу. Да, вы обычно ездили в одном направлении, теперь будете ездить в другом направлении. У вас идет вот живой интерес к тому, что происходит на улице. Например, едете вы в транспорте, рассматриваете пейзажи вокруг. Они новые для вас. И вам интересно, вы довольный человек. То есть новые дороги приносят вам много новых эмоций, новых ощущений, ну и, конечно же, удовольствия. Что касается новых людей, я не вижу здесь какого-то конкретного сближения, например, да, там с кем-то прям задружитесь очень сильно. Нет, просто вас будут окружать приятные люди, люди, которые готовы пообщаться, помочь, подсказать. Каждый, конечно, соблюдает свое личное пространство, но тем не менее, люди очень приятные. Вообще вот идет такая картинка, вот я не знаю, то ли другой город, то ли другая страна. Возможно, действительно вы как переезд осуществите. У меня, кстати, последние отсыпки, они все вот с переездом. Вот кто-то меня смотрит, кому предстоит этот переезд. Да, и постоянно для этого человека, как информация идет, подтверждают, что да, поедете, и да, все будет новое, и да, не бойтесь, все будет замечательно, просто замечательно, вам нечего бояться. Бойтесь лучше тех людей, кто вас сейчас окружает. Ну, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Так, по поводу тех людей, с кем вы общались. Ну, с кем-то придется расставаться.
Может быть, с семьей, ну как, если будете уезжать, переезжать, меньше будете видеться. Может быть, даже с какими-то друзьями, приятелями. Я вот не могу понять. Вот один человек вам очень дорог, и этот человек, он куда-то уходит. Вы вот как прощаетесь с этим человеком. Но в правой стороне ничего плохого здесь не будет. Да? Может быть, вы уедете, может быть, уезжает ваша подруга, да, там, в другом направлении. Вы будете рады за этого человека, но будет грустно, что вы прощаетесь. Да, может быть, кто-то из семьи, да, куда-то будет переезжать, уезжать, отъезжать, и вы будете провожать. Для тех, у кого семья, живете вы, например, долго и счастливо. Смотрите, здесь женщина как-то очень повлияет на своего мужчину. Либо вы подтолкнете своего мужчину каким-то конкретным действием, очень, кстати, успешным действием, либо вы поможете мужчине в решении каких-то его проблем, будь то проблемы с работой, с коммуникациями, либо даже со здоровьем. Здесь вот у меня вышли две пары, вы видите? В одной стороне женщина держит мужчину, и в другой стороне женщина держит мужчину. Здесь вот однозначно: женщина, вы цветете, вы набираете силы, и вы не только свою жизнь меняете, но и меняете жизни тех, кто с вами рядом находится. Ну, тех, кого вы любите, понимаете? Вы, становясь счастливой, вы делитесь этим счастьем с теми, кто с вами рядом. Здесь у меня еще есть отношения, где люди еще только встречаются, либо присматриваются друг к другу, может быть, даже на каком-то расстоянии, еще не съехались, нет какого-то совместного постоянного общения, либо совместного быта. Смотрите, а здесь женщине придется мужчине, ну как, первое, наверное, сказать, да, о своих желаниях. Мужчина сомневается, очень много сомнений. Плюс еще может отыграться, что у мужчины есть какая-то женщина, которая его постоянно, ну, либо стращает, либо наоборот, да, там как-то отговаривает, что-то там на вас, может быть, наговаривает. А вы, будучи скромной дамой, вы себя никак не проявляете. Вы просто сидите, ждете. Ну, я женщина, он мужчина, он должен действовать. Вот когда вы увидите, что мужчина прям, ну, совсем уже колеблется и как на одной ножке крутится, тогда вы как разозлитесь, вы скажете: он так, стоп. Я этого мужчину люблю, и я хочу, чтобы мы были вместе. Вы знаете, вы его как выдернете из тех условий, где он находится, там, где ему голову забивают, задуривают. То есть ваша инициатива, она мужчине поможет, и в будущем вот из-за вашей инициативы вы вместе будете, вы сойдетесь. Для мужчины это будет нечто вот прям грандиозное, да, вот там первый раз в жизни вот с ним такое происходит, когда женщина не требует, не просит, там, не вымогает, а наоборот помогает. Девочки, ну вот это женская скромность, что ой, ну посижу, подожду, вдруг он там решится. Она, ну понимаете, она сейчас не работает. Времена сейчас не те. Сейчас вот мужчины и женщины там плюс-минус уравнялись. Да, это так. Если вы хотите быть с кем-то вместе, но надо действовать и не тратить свое драгоценное время. Ну, если там уже совсем, как говорится, без вариантов, и мужчина не в себе, да, ну тогда надо задуматься и поискать другого. Вот я вижу перед собой образ очень смелой женщины. Женщина, которая в жизни очень многое повидала, которая трезво смотрит на свою жизнь, которая устала, как говорится, объедками, да, питаться. Хочется праздника, хочется пышного стола, хочется все тут на высшем уровне, чтобы все было замечательно. Но при этом женщина стесняется. Стесняется, и где-то какие-то у нее зажимы есть в этом плане. Вот показать себя, заявить о себе, сказать о своих интересах. Вот, вам нужно с этим бороться. Поймите, чем быстрее вы станете свободной, во всех смыслах этого слова, а главное вот в головушке свободной, да, чтобы у вас там не было никаких блоков, тем быстрее вы станете счастливой, тем быстрее ваша жизнь поменяется. Здесь на самом деле от судьбы вам идут грандиозные перемены, но они будут даваться возможностями. И если вы эти возможности брать не будете, ваши вот эти перемены, они будут замедляться.
Если будете брать, смело брать, то поверьте, тут не только до конца года, тут в принципе, да, идет конкретная перемена в вашей жизни. Вот действительно в лучшую сторону. Поймите, есть люди, которые мешают, есть обстоятельства, есть там какие-то задания со звездочкой от судьбы в виде кармических уроков, это все есть. Но это ничего по сравнению с вашей волей, с вашим решением, с вашим желанием. Разрешите себе счастье, будьте счастливой. Поверьте, перемены не заставят себя ждать. Причем очень крутые и грандиозные, положительные перемены в вашу сторону, в ваш адрес. Так, еще до конца года какие-то деньги поступят большие. Я не знаю, это может быть долг, может быть какая-то компенсация. Вот деньги к вам большие идут. Где-то вы будете получать. Причем будете получать не сразу сумму, а как несколько раз вы будете получать. Так, у кого-то идет полная смена, перемена, смена вида деятельности. То есть отказ от того, чем вы занимаетесь сейчас, либо занимались, обучение, возможно, либо как новый старт, да, в новом направлении новый старт. Все равно будете, конечно, заниматься, кто-то будет дополнительно там читать, изучать, кто-то пойдет на курсы на специальные, но вот меняется, все меняется. А кто-то, например, пойдет на повышение. Если вы были, например, рядовым сотрудником, теперь вы будете в разряде, например, элиты, да, начальником будете, и все равно вам придется, может быть, ну, какую-то литературу почитать, да, как-то немножко прокачать вот именно управленческие свои качества, да, может быть, какие-то техники, методики, да, поизучать. Вот, будете учиться, и будете учиться с удовольствием. Не так, что ой, мне надо, ой, как это трудно, а вот у вас жажда новых знаний появится. Вот. Что касается работы, ну, я вам легкости не обещаю, я ее здесь не вижу, просто вижу, что будет много, вижу, что будет иногда тяжеловато, но вижу, что справитесь. Вы как будто бы чем-то загоритесь. И вот этот ваш огонь внутренний, желание, да, я хочу добиться, я хочу показать, я хочу реализоваться, вот будет вам компенсировать вашу усталость. То есть силы будут проявляться, добавляться, и вы сами себе будете удивляться, да, откуда у меня столько энергии, откуда вот это рвение. Вот интересная пора. Не могу понять, вот какое-то увлечение идет. Увлечение. У кого-то увлечение бизнесом станет, а у кого-то увлечение как отдушина идет, да, где вы сможете, ну, вот как удовольствие получать от своего труда. Что-то интересное. Вот где-то, ну, месяц-полтора, да, вы чем-то загоритесь очень сильно. И прям полностью с головой уйдете в это свое новое увлечение. Кстати, вот это новое увлечение для вас идет целительным. Если у кого-то были какие-то проблемы со здоровьем, либо там желание было похудеть, да, что-то в себе поменять, это увлечение, оно вам поможет. Причем вы настолько вот жадно будете впитывать эти новые знания, либо новую науку, новый этот интерес, что вам некогда будет не болеть, ни там лишние калории потреблять. Вы поменяетесь, очень сильно поменяетесь к концу года. Я уже говорила, да, Новый год встречает абсолютно другой человек, обновленный человек. И это замечательно. Так, и еще хочу сказать для кого-то из девочек. У вас очень страстные идут времена, появится страсть. Страсть, причем с человеком, который моложе, чем вы. Для вас будет большой дилеммой, как поступить. Ну вот как бы дважды вы столкнетесь с проблемой. Первый — это стоит ли мне идти на эти отношения, но вы пойдете, я вижу, что вы пойдете. Как разрешите себе, да, эту вольность. Гулять так гулять, да, хоть раз в жизни погуляю. А второй момент, когда мужчина будет, например, настаивать на более серьезных отношениях, вы тоже будете думать, стоит, не стоит. Ну, тут я вам не советчик, пусть каждая сама решит, потому что здесь прям так и показали. 2 вилочки у вас идет. Одна вилочка, она с ответом, что да, вы согласитесь, а вторая вилочка осталась без ответа. Ну, скорее всего, до конца года вы этот вопрос не решите, но тем не менее у вас жизнь, переполненная страстью, идет. То есть очень жаркие любовные отношения с мужчиной, который младше, чем вы.
Вот. Ну и, конечно, со всеми вытекающими. Жизнь будет меняться, вы будете расцветать, потому что только лишь любовь женщину, как говорится, и украшает, и омолаживает, да? И многие будут это замечать. И глаза будут и добрые, и не очень, поэтому советую вам ставить на себя защиту или делать какие-то обереги, носить с собой защитную молитву. Вот это будет правильно. Конец года у вас прям идет как звездное время. Вы в зените. Кто-то прям с кольцом сидит довольный, ну а кто-то сидит в хороших таких добротных условиях. Вы будете смотреть по сторонам, видеть, как поменялось ваше жилище, как поменялись и улучшились условия вашей жизни. И будете собой крайне довольны. Это замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.